Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня находимся на территории ЛПК «Алмаз». Это лесопромышленная компания. Является самым высокотехнологичной компанией по лесопереработке в нашем регионе. И вот мы в гостях сегодня в Алмасе, и мы сегодня будем разговаривать с главным технологом Игнатом. Игнат, здравствуйте! Приветствую вас! Хотелось бы рассказать про наше предприятие. ООО ЛПК «Алмаз» занимается лесозаготовкой, лесопереработкой. В этом году завезено на площадку ЛПК «Алмаз» на склад круглых лесоматериалов 54 тысячи в навигацию кубов по круглым лесоматериалам. На следующий год по плану завести 86 тысяч и переработать. Соответственно, хотелось бы рассказать сначала технологическую цепочку. После поступления на склад круглых лесоматериалов, на общий склад, сырье перемещается у нас на линию сортировки. Вот, пожалуйста, можете видеть линию сортировки. Соответственно, линия сортировки на 20 карманов. Лес сортируем по диаметрам, то есть это от 12 до 32 диаметра. Распределяется по карманам. Линия полностью автоматизирована, полностью механизирована. После линии сортировки, соответственно, лес перемещается на оперативный склад круглых лесоматериалов по диаметрам, по породам. Работаем преимущественно с сосной, с лиственницей. Производим различные пиломатериалы. Можете посмотреть погрузчик, выгрузку карманов погрузчиком. После перемещения, можете вот посмотреть в эту сторону. После перемещения на оперативный склад круглых лесоматериалов лес поступает на перерабатывающий комплекс. Соответственно, по диаметрам, по породам. Распиловка у нас производится с помощью современных программ переработки SWAF Optimization. Соответственно, также распределяется по диаметрам, по сечениям для наиболее оптимального выхода продукции. Друзья, мы зашли в цех, где производятся пеллеты. Пеллеты — это вот сейчас что такое пеллеты, как производится и когда планируется запуск, именно эксплуатация вот этого цеха. После распиловки продукции, после линии сортировки, у нас линия, находится Хьюсо, финская. Там, соответственно, фрезерно-брусующая линия, после которой выходят отходы. Отходы выходят следующего типа. Это 8% выходит опил и от 38 до 40% выходит щепы. Соответственно, для удаления этих отходов и для производства пеллет планируется и уже практически запущена линия по производству пеллет, которая будет производительностью тонна в час. Сделано это в связи с тем, чтобы получить фактически безотходное производство. Линия работы заключается в том, после поступления щепы через транспортеры с линии распиловки поступает, полуфабрикат поступает на линию производства пеллет. После чего через двойную молотковую дробилку, соответственно, измельчается до определенной фракции. Вот в барабане отсушивается. И, соответственно, через пресс-формовку мы получаем с помощью давления на ролике, получаем с их помощью пеллеты. Можете обратить внимание на качество пеллет. Качество пеллет исключительно хорошее, они будут делаться так, как с лиственницы, так, как и с сосны. Соответственно, по своим свойствам будет указано в получении сертификата качества на продукцию. По сравнению с дровами, по сравнению с остальными материалами для отопления и так далее, пеллеты конкурируют с углем. То есть, если мы берем с вами дрова, лиственница, береза, там любые другие породы, то пеллеты конкурируют с углем по своей теплоотдаче. В предыдущих видеороликах показывали всегда то, что у нас Шишкин-Дом, строительной компании, безотходное производство. То есть когда остаются доски, брусики маленькие остаются, мы производим будки для собак и раздаем в рамках своего фонда благотворительного
приютом, где содержатся бесхозные собаки. А здесь смотрите, до чего дошла технология. То есть плюс какие, вот плюсы вам рассказали, то есть они конкурируют с углем. И плюс вот лесные пожары, вот смотрите, какие у нас бывают. Мы помним в прошлом году, позапрошлом году, какие были пожары. Вот эти маленькие деревья, допустим, лиственники, да, вот их можно пустить вот на это. То есть заменить дрова и уголь на пеллеты. Минус, допустим, вот в наших случаях что будет? Вот мы вам оставляем на шашлыки там и так далее много отходов. Вот сейчас в будущем мы будем сдавать сюда, скажем так, да, и получать вот такой готовый продукт. Соответственно, мы попали на сердце нашего предприятия, так сказать, на головное оборудование FUSO R250. Ранее мы с вами говорили о том, что лес поступает на стол подачи, потом лес перемещается у нас непосредственно на головной станок, после чего распиливается на заготовки для дальнейшей транспортировки их в отдел реализации и для перемещения на участок ДОУ. Сейчас вы можете обратить внимание на поток, который у нас непосредственно идет после выпуска, после распиловки. Поток у нас абсолютно механизирован, абсолютно происходит автоматически. Дальше вы можете увидеть верхнюю линию сортировки, которая сейчас на процессе модернизации и доработки, после чего будет полностью автоматизирован процесс по распиловке древесины. Поток у нас с вами распределяется с помощью разделителя потока. Пиломатериал работаем с 80, ГОСТ 84, 86, 86, 26, 20, 83 по сортировке северных пород древесины. Соответственно, разделитель потока это 84, 86, первый, третий сорт, что соответствует сегодня всем требованиям качества. Дальше у нас пиломатериал попадает на штабелер механизированным способом с помощью датчиков и автоматизированным способом формируется либо плотный транспортный пакет для передачи в отдел реализации, или формируется штабель для перемещения в сушильные камеры. Вся технологическая цепочка у нас завязывается на линии производства пеллет. Промежуточное структурное подразделение – это у нас участок деревообработки. Сейчас переместились на участок деревообработки. Соответственно, хотелось бы рассказать про участок деревообработки. После получения продукции из головного оборудования, как я ранее сказал, продукция распределяется сразу же в отдел реализации, и процентов 40 от общего объема, 30-40% перемещается на участок деревообработки. Из всей боковой доски, которая у нас идет 4-м сортом, мы изготавливаем изделия после сушки. Сушка находится за моей спиной прямо. Мы изготавливаем продукцию 12-14% влажности согласно ГОСТа. По немецкой технологии производим полуфабрикаты для изготовления панелей МХМ для строительства, которые сегодня тоже у нас успешно расходятся. Соответственно, также мы выпускаем погонажные изделия вообще всех видов, всех размеров. Также у нас сегодня запущен цех формирования, не цех, а оборудование по упаковке продукции погонажной согласно техническим параметрам и требованиям грузополучателя. То есть у нас упаковывается по 5 штучек в пленку. Соответственно, после этого формируется плотный транспортный пакет для отгрузки. Слева по мою сторону, от моей стороны, находится у нас продукция, та, которая у нас определена сортом D, которая в последующем перемещается на линию торцовки, которая тоже автоматически работает по люминесцентному карандашу, автоматически торцует на заготовки для склеивания, также для сращивания.
Продукция является после сращивания очень качественной, по своим физико-механическим свойствам ничем не уступает цельному продукту. Продукция у нас выпускается по ГОСТу, который сегодня соответствует тоже всем параметрам и требованиям. У нас в марте приходят сушильные камеры Катрос общим объемом загрузки на 600 кубов, новый комплекс. Соответственно, сегодня работают два котла по 1,5 мегаватта для того, чтобы обеспечить теплом весь цех, это 3000 квадратных метров. И, соответственно, сушильные камеры, разовый объем загрузки варьируется от 440 метров кубических до 880 метров кубических в месяц. Ну, соответственно, зависит все от начальной влажности и параметров входящего сырья. Посмотрите, вот мы построили 4 барнхауса уже на территории города Якутска. И вот мы вам показывали, как они выглядят изнаружи. Вот мы используем такой планкен лиственничный. Вот они сортированы по сортам, они уже сушеные. Как бы вот вам весь цикл показали. И от А до Я, допустим, от А это от сырья, и вот готовый продукт Я получается. То есть он конечный продукт, уже упаковывается, и они сортируются, как мы сказали, по породам. Есть из сосны, есть из лиственничные, то есть из листовика. Вот мы у них приобретали еще для покрытия пола вот такие вот спунты. Видите, как они хранятся, вот все в целлофане. Они все соответствуют по ГОСТу, по СНИПу, по действующим нормативам, скажем так, и Российской Федерации. Идем дальше. Будем замерять сейчас камерную сушку и покажем влагомером до и после. До сколько влаги в древесине и уже после сушки. Вот переместились мы с вами на участок обработки второй, который у нас делится тоже по подразделениям сушильные камеры. Станок гидромат у нас 9-шпиндельный. Хотелось бы показать продукцию вам. Называется клееный щит. То есть из материалов, которые мы берем после гидромата, склеиваем, дальше проводим опять обработку до придания нужных параметров. И, соответственно, эта продукция готова к отгрузке. Она подлежит дальнейшей упаковке и формированию транспортных пакетов. Продукция наша отправляется по России. В основном пользуемся мы для точности измерений сегодня современными приборами, которые внесены в государственный реестр измерительных приборов. И, соответственно, они у нас там отображены. Могу продемонстрировать вам влажность клееного щита. Влажность составляет 9,2%. То есть влажность соответствует всем нормативам, всем показаниям, которые предусмотрены изначально в технологической цепочке. То есть это перемещение, сушка, строгание, склеивание и, соответственно, выпуск клееного щита. Также мы дальше хотим показать вам оборудование, на котором у нас происходит сращивание. Ну и, наверное, завершающим итогом будет, значит, покажем вам автоматизированную ванну для антисептирования продукции, так как положительные температурные диапазоны больше 18 градусов, средняя суточная температура, пиломатериал весь имеет свойство синеть. В 100% степени это касается свежепиленных пиломатериалов. Сегодня предприятие закупается новым оборудованием, таким как ванна антисептирования, закупается антисептик соответствующей технологии. И, соответственно, весь пиломатериал у нас антисептируется. Сушильные камеры, их количество у нас составляет 5 в ряд. Полностью у нас, значит, автоматизированная система управления сушильными камерами. Операторы котельно-сушильных камер задают параметры, которые предварительно им прописаны по технологии. Отсушиваем мы пиломатериалы
лиственница, пиломатериалы, сосна. Соответственно, сосна у нас сушится от 8 до 9 дней в зависимости от конечной влажности. Если это производство погонажных изделий по требованию заказчика по ГОСТу 12-14 плюс-минус 1%, то если это мы говорим про столярные изделия, это конечная влажность 8-10%. Соответственно, срок сушки на данном цикле увеличивается на неделю. Хотелось бы рассказать про общий объем сушильных камер. Значит, 440 разовая загрузка. Если говорим про лиственницу, это 220 разовая. Ну, они у нас предназначены под 9-метровый пиломатериал. Сегодня ассортимент у нас 6-метровый, поэтому после перераспределения технологической цепочки загружаем сушильные камеры на 60-70%. Методика полной загрузки уже проработана. На начальном этапе пиломатериал будем делить на 3 трехметровых, что соответствует сегодняшним спецификациям, либо на 6 и на 3 метра. Сегодня сушильную камеру в зависимости от сечения в одну размещается от 53 до 63 метров кубических. Немножко изменена технология загрузки, но пиломатериал мы получаем сухой, такого качества, какое нам сегодня необходим и какой, соответственно, требует клиент. После установки дополнительных, как я ранее сказал, 4 камер Катрос, у нас увеличивается вдвойне, а то и втройне, в зависимости от начальной влажности, выпуск сухих пиломатериалов. Соответственно, в ближайшей перспективе на год мы будем увеличивать объем вдвое-втрое за счет загрузки производственных мощностей. Сегодня там на 100%, на 70% работают. Планируем увеличить выпуск погонажных изделий и загрузку производственных мощностей на 200%. Исходная влажность пиломатериалов составляет 40-42%. Это если у нас сырье поступило свежее. Сырье мы называем круглый лес, да, но полуфабрикат уже готовый для сушки мы, значит, его, соответственно, называем полуфабрикат. В зависимости от разрывов загрузки он может варьироваться. То есть, если мы с вами спиливаем свежее дерево, распускаем на доски, через 2-3 суток начальная влажность падает, она будет составлять 30-34%. Также перед сушильными камерами, раз у нас помещение все теплое, не требует дополнительного, так сказать, отстоя пиломатериала, приготовления для загрузки. Поэтому, если у нас пиломатериал стоит в связи с его избытком для сушильных камер, стоит у нас неделю в теплом цехе, соответственно, начальная влажность у нас будет составлять от 25 до 33%. В связи с этим срок сушки, соответственно, сокращается. То есть это уже не 8 дней, а, соответственно, может достигать и до 5 дней. Процесс постоянно контролируется у нас мастерами, постоянно контролируется операторами. У нас обмен данными происходит круглые сутки с помощью отдельно созданной группы отдельно созданной группы через мессенджер. В последующем планируется этот процесс, так сказать, чтобы он был современным, чтобы мы могли всем процессом управлять с компьютера. Сегодня позволяет технология, и сегодня позволяет оборудование, которое предназначено для камер, все камеры перевести на удаленный формат управления. Для чего это будет сделано? В новом комплексе, который к нам поступит, в нем уже будет это заложено, эти программы, и мы сможем удаленно, даже находясь дома, находясь на расстоянии или в командировке, отслеживать процесс как с телефона, так и с ноутбука по сушке, что там происходит. Соответственно, там открытие-закрытие 3 ходовых или сокращение срока сушки. То есть программа не может определить,
но с помощью опытных работников, опытных сотрудников мы сможем определить на день, на два раньше завершать процесс сушки, если это будет необходимо. Конечная влажность у нас составлять будет в зависимости от желания заказчика. Мы можем делать, соответственно, 8-10 столярная влажность. Мы можем делать 10, 12, 14. Мы можем делать транспортную влажность в зависимости от согласованных спецификаций договоров. То есть весь спектр определения конечной влажности можем работать под любого клиента, под любого заказчика уже сегодня. Также мы можем отрабатывать по градации длин, по наименованию продукции, по ширинам, длинам и так далее. Производство, в принципе, у нас идет от изготовления плинтуса, до изготовления сложных изделий для строительства. Спасибо. Если было вам интересно, задавайте вопросы, направляйте нам в Instagram, в YouTube. Можете направить и на наш канал ВКонтакте или в Telegram. Вот, смотрите, здесь цех, вообще в целом это здание составляет по площади около 3000 квадратных метров. И высота здесь где-то 9, наверное, метров. 12 метров. Вот смотрите, если у вас дом, брусчатый дом, площадь дома, допустим, около 100 квадратных метров, и вы оплачиваете коммунальные услуги, допустим, на газ в зимний период от 5000 и выше, смотрите сами, вот сколько, думаете, оплачивает Алмаз на коммунальные услуги, на отопление в зимний период. Вот на такую площадь. Это 2 футбольных поля и высота 12 метров. Направляйте нам ответы. Кто правильно ответит, от нас приз. В этом году, в начале сезона, по распиловке, где-то в июне мы приобрели емкость для антисептирования. Так как вот коллега говорил, что пиломатериал весь синевой, и мы столкнулись с той же самой проблемой. Поэтому руководство приняло решение, после нескольких замечаний от грузополучателей приобрести емкость для антисептирования. Туда заливается раствор, который не позволяет грибным поражениям и грибным бактериям распространяться. Технология следующая. Пачка берется, пакет сразу же СР-250, что вы могли видеть ранее. И, соответственно, полностью укладывается сюда, после чего погружается в емкость. Процесс задержания в емкости, пакет через прокладки, через шпацы, это 2 минуты. Работает данное устройство в автоматическом режиме. Пачку загрузили, она сама, опустилась вниз, потом в 2 минуты выдержки и сама поднялась наверх. Соответственно, плотный транспортный пакет 10 минут стоит. Данная конструкция подразумевает под собой что весь объем, который мы производим с СР-250 и сразу выходит в отдел реализации, полностью весь объем мы готовы антисептировать. После того, как мы ввели в технологическую цепочку данную конструкцию, соответственно, все рекламации, все вопросы были сняты по синеве и, соответственно, по грибковым заражениям. Специально для этого проводили эксперимент в рамках предприятия, на которых положили антисептированный пиломатериал и положили не антисептированный пиломатериал в плотном транспортном пакете. После каждой недели проверки в течение месяца проводили такой эксперимент. После каждой проверки тот пиломатериал, соответственно, который не был антисептирован, уже стал некондиционным. И мы приняли решение остановить эксперимент и, соответственно, перевести в 5-й сорт. Тот пиломатериал в этом же плотном транспортном пакете, который, соответственно, у нас находился рядом, на нем не обнаружилось ни одного грибкового посинения, ни одного поражения грибками. Для вас все показали, имеется в виду цикл от А до Я, то есть от сырья до готового продукта. И даже вот показали высокую технологию, именно борьбу от синевы. Вот, если было интересно,
ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Ребят, смотрите, вот классная штука есть, называется влагомер. Производство Великобритания, Англия. Вот этим мы определяем, здесь даже есть по породам деревьев, то есть есть сосна, лиственница, даже есть влагу проверяет в бетоне. Вот здесь ставим цифру 1 и уже проверяем влажность сосны и в доске, и в брусах и так далее. То есть мы вам продемонстрировали именно от исходная влажность, и мы вам показали именно после сушки. Вот как я вам рассказывал, именно технологию, каркасную технологию, именно вот в каркасной технологии нужно каркас вообще дерева, дома, именно в стиле Барнхаус, А-фрейм дома, вот эти современные наши дома, именно нужно делать из сушеной доски. Это вот по технологии. Вот если вот такой прибор есть, надо приобретать, и этот прибор у них по закону проходит раз в год поверку, то есть госповерку проходит, сертифицированный. Вот, ну вот как-то так, высокие технологии, то есть технологии идут вперед. Всего доброго.